Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всем вам огромное спасибо хочу сказать за то, что вы есть, за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Этого вы совсем не ждете, но с этим вы повстречаетесь, либо столкнетесь. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, посмотрите на песочек, так и спросите, чего я не жду, но с чем я встречусь, либо столкнусь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть дадут нам знать то, о чем желаем, и то, что от нас скрыто. Так. Так, девчонки, особенно такие нехочухи, готовьтесь. Идет мужчина судьбоносный, мужчина классный, ресурсный, защитник. Вот какой идет. Знаете, вот прям может даже отыграться какой-то вот военнослужащий, может быть в отставке, либо какой-то чиновник тоже может быть. Человек с делом в руках. То есть у него, знаете, как и служба есть, и еще какое-то дело. Возможно, он что-то руками делает, да, такое невероятное, красивое. Может быть, он, знаете, вот чем-то таким нестандартным, да, увлекается. И вот он мастер своего дела. Очень спокойный, уравновешенный, но такой заднего не пасет. У него какой-то прям командирский какой-то вот тон в голосе, не знаю, как это правильно сказать. Человек какой-то вот, знаете, строгой красоты, вот так даже можно сказать. Осанка у него какая-то, выправка. И всегда как-то одевается он, как говорят, с иголочки, да. Очень чистоплотный мужчина, всегда он чистенький, наглаженный, очень хорошо пахнет. Настоящий кавалер. Будет за вами ходить, добиваться, уговаривать, но не так, что вот, пожалуйста, обрати на меня внимание, а вот, знаете, вот так он будет обставлять ситуации, что он вам всегда нужный. В нужное время, в нужной ситуации он будет появляться и вам помогать. Помогать и прям подсказывать, что-то для вас делать. С этим человеком вы вот-вот, либо уже виделись, да, познакомились, либо вот-вот познакомитесь. Познакомитесь вы через людей. Как это будет, не могу сказать, но там будут другие люди. То ли вас кто-то познакомит, то ли вы будете в обществе людей, где произойдет это знакомство. Но он идет к вам, это я точно вижу. И вы, может быть, для себя решили, что нет, какие-то мужчины не хочу для себя пожить, там, для детишек, для внуков, да, тебе время уделить. А вот этот мужчина, он все в вашей жизни поменяет. Прям мужчина, что надо, огонь. Понимаете, вот такой идет в вашу жизнь. Значит, второй момент – это для людей, которые у меня разошлись. Вот вы разошлись, но вы ведь любить друг друга не перестали. Нет. Какие бы сложности, какие бы обстоятельства между вами не возникли, кто бы вас там не разлучил, либо что бы вас не разлучило, у вас любовь, она есть, и никуда от нее не деться. И эта любовь позовет и его, и вас. Здесь будет какое-то прям громкое примирение. Такое громкое, что весь мир узнает. И люди, которые, например, против были ваших отношений, вот они закроются, да, раз и навсегда, и никто не посмеет ничего сказать, потому что глаза, не спрячешь же ведь эту любовь и этот блеск глаз, вот никуда не спрячешь. Здесь, кстати,
кто у меня сойдется, вам тут боженька может еще ребеночка послать, может быть даже позднего ребеночка. Но вот этот ребеночек, он вот и есть, да, воплощение вашей любви и воплощение того, что вы, ну как Богом венчанные, понимаете, даже если вы и не венчанные. То есть вам обязательно нужно быть вместе. Вы совсем этого не ждете, потому что сейчас я вот так вижу, что у вас настроение к вашему партнеру, обида большая, обида и прям такая, знаете, вот хочется ему, может быть, даже где-то отомстить. Но вот такая произойдет какая-то штука-дрюка, да, что вас опять столкнут, и вы опять сойдетесь. И все, уже больше вас не разлучить. Вы поспокойнее начнете относиться друг к другу. Вот кто-то сейчас скажет, да никогда его не прощу, да и даром он мне не нужен, на порог не пущу. Девочки, вот так сложится, что и простите, и пустите, и любить будете еще сильнее, чем раньше любили. И он вас то же самое будет делать, понимаете? Вот такое идет. Так, еще... Кто-то столкнется с выбором. Выбор очень сложный. Человек вам будет что-то предлагать и, знаете, прям будет настаивать и уговаривать вас будет. А у вас вроде как уже есть, понимаете? И вы будете думать, а что делать? Отказаться от того, что есть, и пойти за мечтой, да, за вот этим новым предложением. Либо все-таки остаться при своем, да, что вот у меня уже есть. Это может касаться и работы, и дома, и каких-то ваших дел. А значит, как вам поступать, каждая решит, либо каждый решит для себя самостоятельно. Здесь ответа песок не дает. Песок говорит, что будут муки выбора. Подсказочка маленькая тут присутствует, и подсказочка заключается в том, что вам следует себя, знаете, как в двух делах, что ли, попробовать, либо попробовать два дела вместе вести. Может и получится, может все замечательно у вас сложится. А кто знает, да? Может быть, вы и там преуспеете, и тут преуспеете. Значит, отказываться вот однозначно, ни от чего отказываться нельзя. Нужно примирять, да, либо примиряться к обстоятельствам, либо к делам. Дальше, милые, вот эти два персонажа мне совсем не нравятся. Видите, два человека с ножами в руках. Ну, вот их очень-очень четко видно. Они с левой стороны. Значит, столкнетесь вы с какими-то хулиганами, либо с какими-то мошенниками, лихими людьми. Двое, возможно, больше их будет. Значит, момент идет, ну, правда скажу, да, неприятный. Потому что как по лезвию ходить будете. Но в левой стороне вышло, и вот смотрите, вы, а с вами защита. У вас как щит есть, да? То есть вы как от них щитом отгораживаетесь. Значит, пронесет. Тут пронесет, это я точно могу сказать. Но тем не менее, испуг может быть от этой ситуации. Здесь, ну, какое-то ваше упущение. Либо вы какая-то доверчивая, либо доверчивый человек. Может быть, ну да, люди могут обманывать, люди могут даже в наглую, да, вот напором, нахрапом таким идти. Но вот мне нравится, что все хорошо закончится, что вы вот этих вот бандитов обойдете. То есть не будет вот от них какой-то неприятности. Испуг, да, может быть, но вот неприятностей не будет. А у кого-то может вообще отыграться, что вы этим бандитам, например, отказали, а потом лишь только через время узнали, что вот правильно поступили, что могли бы быть и жертвой этих бандитов. Но видите, как судьба отведет. Однозначно отведет. Но вы на судьбу так прям сильно не полагайтесь. Тоже будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Потому что люди, они как-то с дороги идут. Не знаю, с дороги. В дороге, с дороги какие-то пришлые люди, не те, которые там рядом с вами, в вашем окружении, ну, близкие, да, не близкие, далекие вам люди эти идут. Дальше, мои дорогие, здесь кто-то узнает, что есть какое-то вот прям манипулятивное воздействие на того, кого любите, либо на того, о ком переживаете, заботитесь. Для вас это будет большим-большим сюрпризом. Вот вы все передумали, да, вот с человеком что-то не то происходит, либо с вами что-то не то происходит, либо в вашей жизни что-то не то происходит. Вы все уже перебрали, прям по несколько раз перебрали, и никак ответа найти не можете. А какой-то человек вам откроет глаза. Вот прям откроет глаза, а вы так прям и ахнете. Сопоставите все факты и поймете, что да, все-таки это правда. Значит, у вас появится возможность прекрасная на то, чтобы с этой ситуацией побороться, за любимого человека побороться, либо за себя любимую побороться. Я вижу, что вы будете прилагать усилия, и усилий будет очень-очень много. Вы от себя этого не ждете. Вы, знаете, как для себя думаете, да ну что, я не борец, да, я такой покорный человек, а тут нет, тут вот прям
прям будете бороться, драться, пинаться, что только не будете делать, но вы победите. Вот это мне нравится. Здесь у вас непростая ситуация, она связана с вашим развитием и с вашим ростом. То есть благодаря этой ситуации вы многие, вернее, практически, наверное, все из вас, кто столкнется, вы станете более духовно развитым человеком и более уверенным в себе, в своих способностях и в своих силах. Здесь как бы борьба идет. Так, еще важный момент, с чем придется столкнуться. Здесь страсти идут, какие-то нереальные страсти. Они, честно вам сразу скажу, по дьяволу проходят, потому что вот он, видите, рогатый идет, видите, с хвостом, на копытцах такой, да. И страсти эти будут, не детские. Здесь какое-то такое безумное влечение будет у вас к чему-то, либо к кому-то. Потому что здесь у нас момент скрытый, кому будет у вас влечение. Вот прям, знаете, в один момент, вот хочу, не могу. Прям здесь и сейчас хочу. Вот с этим столкнетесь. Но эти страсти, понимаете, нужно в себе немножечко их будет притушить. Страстями жить нельзя. Нет, это путь в никуда. Понимаете, люди в страстях сгорают. Причем дотла сгорают. А зачем вам это нужно? А вам это совершенно не нужно. Поэтому, пожалуйста, научитесь чуть-чуть подмораживать свое сердце горячее, разгоряченное. И включайте логику, здоровую, прагматичную логику. Это вам будет в плюс, это вам будет в пользу. Не идите на соблазны. И опять же, это касается всего. Вот и как и отношений, так и каких-то дел. Вот если вы к чему-то загорелись, прям чувствуете все, глаза только вот эту вещь видят, либо этого человека видят. Постарайтесь немножечко взять паузу, подумать, а почему так произошло, почему я именно прям залипла, да, на эту ситуацию. Вы поймете, что это вот не настоящее на самом деле, не настоящее и вам совершенно не нужно. Особенно хочу предупредить людей семейных. Могут быть соблазны со стороны, вот как с женщин, так и мужчин. Будьте бдительны. Семья, она ведь, понимаете, это же не только про интимную жизнь, да, это не только про вот эти страсти. Семья — это гораздо больше. Семья — это жизнь. Семья — это то, что... Да, бывают семьи сложные, ситуации бывают сложные, но поверьте, вашу родную любимую семью никто вам не заменит. Сейчас, может быть, вы горячий человек и думаете, ничего страшного. А придет время, будете жалеть, да? Локоть-то рядом, но не укусишь. Помните об этом. Берегитесь этих всех страстей. Старайтесь найти себе такое, может быть, увлечение, либо такую какую-нибудь практику себе подыщите, которая бы вас могла успокоить, да? Прям успокоить. И еще хочу сказать по поводу агрессии. Значит, вы человек, в принципе, спокойный, человек добрый, открытый, но такой человек, который в себе очень много всего хранит, и причем по большей части негативного. То есть негативные эмоции вы либо не умеете их сбрасывать с себя, либо вы, не желая, например, обидеть, да, своих там близких, каких-то родных людей, вы вот обиды в себе накапливаете, а потом можете вот вспылить, причем вспылить на ровном месте, да, без особой причины, потому что накипело, потому что уже не в силах сдерживать весь свой негатив. Здесь тоже нужно вам что-то подумать, придумать, потому что я вижу, что вы можете обидеть, именно вы можете обидеть человека, который вас искренне любит. Такой момент идет. Поэтому вот вы сами от себя не ожидаете, что можете вот прям так громко и достаточно серьезно поговорить. Поэтому, мои дорогие, здесь либо проговаривайте то, что вас беспокоит, вот прям проговаривайте, либо ищите выход вот этим своим эмоциям, вот этому негативу, который у вас собирается. Так, еще с чем столкнетесь? Столкнетесь с каким-то непроходимым хамством. Честно говорю, мне это не нравится, но все равно скажу. Значит, хамить в ответ, это не вариант. Здесь ни к чему это не приведет, только усилит этот конфликт, либо это противостояние. Здесь, знаете, как нужно? Либо к начальству, да, на этих хамов идти, жаловаться на них, либо, знаете, как стоять на своем и все. Вот есть такие люди, да, непробиваемые их называют. Вот хочу и все, делайте мне здесь и все. И никуда не уйду, с места не сдвинусь. То есть здесь нужно что-то противопоставить. Не идти на поводу у этого разговора хамского, например, да, то есть вам нахамили, вы начинаете распыляться и как бы взрыв, да, а здесь нужно как-то вот прям взять себя в руки, да,
И вот пока не добьюсь, не уйду, да, с места не сдвинусь. Каким-то таким образом поступить. Так, еще. Вот это, я не знаю, рабочий вопрос, что ли. Ну, что-то связано с работой, с деньгами. У вас такой огромный цветок вырастает, и вы под этим прям цветком стоите. У многих будет возможность, либо появится возможность на приобретение чего-то прям ценного, важного. Даже вот если у вас сейчас там в карманах там 3 копеечки лежит, да, а может и вообще ничего, дырка только в кармане есть. Значит, вот вам какой-то большой кусок пирога перепадает, да, денежного. То есть какая-то сумма. Ну, не скажу, откуда идет. Просто вот этот цветок, он означает большую сумму денег. Либо какое-то вот прям благостное, да, такое состояние, и вы будете что-то конкретное, серьезное приобретать. Что хочу вам посоветовать. Значит, вам нужна будет помощь человека знающего вот в вопросе там купли-продажи, например, либо в оформлении каких-то документов, договоров. Не поленитесь и не поскупитесь, а найдите себе такого профессионального человека, который вам поможет. Потому что вы, возможно, человек, не ведущий в этих вопросах, да, во всех этих тонкостях. Здесь, ну, знаете, как вот те, кто будут продавать вам, да, они могут понять, что можно где-то вот схитрить и с вас больше взять, чем, например, оно положено. Поэтому здесь обращайтесь к специалистам, к профессионалам. Это будет очень важно, потому что вижу для вас дело какое-то совершенно незнакомое и новое. Здесь вы вроде как все правильно делаете, да, но есть какие-то тонкости и нюансы, которых вы совершенно не знаете. Поэтому не скупитесь. А деньги вам действительно какие-то большие идут. Может быть наследство какое-то, может быть компенсация какая-то, может быть вы вот что-то удачно продать сможете. Что-то серьезное, вот прям такое. Но потратьте с умом эти деньги, не тратьте понапрасну, да, вот не тратьте вот впустую и не растаскивайте эту сумму по купюрам. Вот это тоже очень важно. Вот дали вам кусок, вы возьмите этот кусок, либо во что-то вложите, либо что-то купите на этот кусок, да, вот прям важное и нужное, чтобы вы понимали, что деньги где-то не зависли, и они не будут растащены по маленькой купюре и потрачены впустую. Это очень, кстати, важно. Так, мои дорогие, надеюсь, вы меня услышали, да? Тот песочек очень так нам четко показал. Может быть, не все показал, но какие-то основные моменты показал. На этом у меня все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя, будьте бдительны, внимательны, прислушивайтесь к своей интуиции и, конечно же, не упустите своих возможностей. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.